Развитие крупного предприятия без налоговых льгот и бюрократических послаблений, а также содействие инвесторов сегодня практически не представляется возможным. По крайней мере в Якутии, где логистические пути зачастую становятся камнем преткновения для ведения прибыльного бизнеса. С такими проблемами выступили представители якутского бизнес-сообщества на пленарном заседании Министерства по развитию Дальнего Востока. Все вопросы очень острые, есть как и системные, которые мы слышали и в Приморском крае, и на Камчатке, есть и частные, касающиеся именно Республики Саха-Якутия. На ряд вопросов удалось ответить сразу, потому что уже они были либо решены полностью, либо частично. Остальные вопросы, естественно, мы взяли в работу. По системным вопросам, естественно, выйдем законодательными инициативами, а с вопросами частных инвесторов уже, начиная с сегодняшнего дня, будем отрабатывать, чтобы проекты реализовались. Немаловажный вопрос: восстановился ли якутский бизнес после пандемийных ограничений и как предпринимателям развиваться сейчас в условиях внешнего санкционного давления. Здесь, по словам представителей Министерства предпринимательства республики, комплекс мер поддержки оказался достаточно эффективным не только для того, чтобы держать предприятия на плаву, но и продолжать развитие бизнеса на территории республики. Мы видим динамику подключения новых субъектов МСП, юридические лица регистрируются, ИП, самозанятые. На сегодняшний день у нас количество самозанятых 22 024, что, конечно, на 1000 больше, чем в предыдущем месяце. Очень важно, мы берем направление сектора туризма, это сектор экономики, который дает максимальный мультипликатор по созданию и рабочих мест, и по привлечению дополнительных инвестиций и, конечно же, доходов в бюджет. Между тем выступили представители бизнес-сообщества не только с вопросами, но и с предложениями. Так, к примеру, сегодня якутские предприниматели обеспокоены низкой конкурентоспособностью местного рынка по ряду причин и выступают с инициативой по созданию особой экономической зоны на территории республики. Я думаю, что, скорее всего, выгоднее здесь развивать режим свободного, приравненный режим свободного порта Владивосток, либо накладывать больше территории опережающего развития. Между ними есть существенная разница в части возможности финансирования инфраструктуры за счет федеральных средств. Но в другом, в части налоговых преференций и других всех, разницы практически нет никакой. Поэтому я надеюсь о том, что мы решим этот вопрос для предпринимателей, и они получат тот режим, который хотят. В целом, приезд делегации Министерства и Корпорации развития Дальнего Востока стал своеобразной подготовкой к предстоящему Восточному экономическому форуму, поскольку выявленные проблемы развития предпринимательства будут озвучены в ходе сессии форума. Это как минимум гарантирует, что глобальные вопросы не останутся без внимания. Сарглана Неустроева, Александр Жуков, Якутск.